15 апреля исполняется 100 лет со дня рождения Саурбека Бакбергенова. Саурбек Бакбергенов родился в 1920 году в Сузакском районе Чимкентской области. Воспитывался в Туркестанском детском доме. Учился в Туркестанском железнодорожном училище. Затем поступил в педагогическое, а после его окончания закончил учительский институт. Но учителем будущему писателю стать так и не довелось. Со студенческой скамьи он ушел на фронт. Участвовал в боях под Москвой в составе 8-й гвардейской Панфиловской дивизии. Был командиром стрелкового взвода, офицером связи штаба полка. После демобилизации стал работать в республиканской газете «Социалистический Казахстан». Журналистика привела Саурбека Бакбергенова к художественной прозе. В 1945 году по заданию редакции он встретился с прославленным летчиком, дважды героем Советского Союза Талгатом Бигельдиновым. Биография героя увлекла молодого журналиста, и он стал работать над своей первой биографической повестью. В 1950 году повесть «Талгат» была издана. Писатель в основном работает в жанре художественной биографии, рассказывая читателям о жизни замечательных людей. Саурбек Бакбергенов – автор 3 повестей, посвященных Чукану Валиханову: «Звезда упала на Каянколь», «Я вас люблю» и «Голуби Тараза». В повести «Жаворонок» рассказывается о композиторе Кенене Азербаеве, в романе «Добрая моя мама» о Дине Нурпеисовой. Образы воинов гвардейской Панфиловской дивизии легли в основу таких произведений, как романы «Кровь на снегу» и «Золотая лопата», повести «Неизвестный солдат», «Разведчики», рассказы «Исповедь героя», «Слезы верблюдицы» и многие другие. По мотивам романа «Добрая моя мама» написана повесть для детей «Дина». Детям адресована и повесть-легенда «Сказание о золотом человеке». Автор уводит юных читателей в страну сказок, рассказывая древнюю историю родной земли, описывая ее природу, культуру и традиции народа. В 1996 году Саурбеку Бакбергенову присвоено звание «Народный писатель Республики Казахстан». Произведения писателя переведены на русский, белорусский, киргизский, грузинский, татарский и другие языки.